с теми изменениями, которые начинаются уже буквально со следующей недели. Почему? Потому что у нас сегодня 17 августа, до конца месяца остались считанные дни, буквально считанные дни, уже даже не неделя, да, неделя с хвостиком. Соответственно, все те вещи, о которых Алекс говорит, о том, что будет X, о том, что будут фермы, приложения, блокировки, оно все будет постепенно выходить в продакшн, все постепенно будет выходить, и вы это будете видеть. И, соответственно, с этими продуктами текущие ультимаминтеры, текущие фермы продлятся не будут. То есть вы увидите тот хвостик икса, который замаячит, да, с следующей недели, а ультима, друзья мои, минтить ультиму уже не сможет никто. И это, я думаю, Алекс, что очень верю, что мы на следующей неделе сможем показать первые результаты. Опять-таки, наша комьюнити этому должна обрадоваться, увидит новые продукты. Ну, это же будет фантастика. Поэтому, друзья, осталось совсем немножко. До сентября буквально остались несколько дней. Я буквально сегодня смотрел календарь. Алекс, рабочих дней там реально единицы. Ну, смотрите, все нужно понимать, что мы сейчас запустили совершенно, ну, можно сказать, новый вид PLC. Мы запустили монету, которая ликвидна, которая децентрализованная, которая заходит на бирже, ну, она заходит. Да, нам сложно, но она заходит. Через буквально 2 недели у нас монета перестает быть сетевой монетой. Полностью, да, она перестает быть фарминговой монетой, перестает быть сетевой монетой. Вы просто не представляете, какую силищу монета обретет, просто, ну, избавившись от этих качеств. Потому что все-таки монета, которую мы с вами сейчас запустили, вот именно Ultima, она за счет свойств нашего бизнеса, она приобретает несвойственную ей скорость и несвойственную криптомонете волатильность, даже дополнительную, потому что вот когда биток падает, никто не думает, что он там соскамится или еще что-то. Понимаете, он просто падает. И все понимают, что он потом поднимется. В нашем случае присутствует страх, что что если вдруг с компанией что-то случится? А вдруг, там, не знаю, Алекс с мешком денег сбежит? А вдруг, ну, я не знаю, что случится. Понимаете, ну, риск у человека, знаете, он как бы на пальцах чувствуется. И люди всегда всему не верят. Да, единственное, в конце концов, монета, которая абсолютно, ну, скажем так, нам внушили, что она абсолютно безопасна, потому что мы, в принципе, не знаем, кто такой Сатоши Накамото, что они там, кто такие киты, кто там это всем управляет, почему биткоин тоже падает, хотя он ограниченный, там триллионы денег крутятся. Мы же этого всего не знаем, а он почему-то падает. Вот сейчас он почему-то подняться не может. Вроде и в мире такая жесть, и кризис на кризисе, и корона прошла, и инфляция сумасшедшая, в половине стран там войны идут и тому подобное. Биток должен уже 100 тысяч. Нет, он 20. А почему? Никто не может сказать. Понимаете? И в конце концов, тем более параллельно нас пугают секом, квантовыми компьютерами и чем только не пугают. В результате у нас вот такая ситуация. И мы должны прийти к этой же децентрализации, к этому же доверию у пользователей, что Ultima настоящая монета, что Ultima никуда не денется, она не зависит от Алекса, она не зависит от компании. Но, к сожалению, мы же только в начале нашего пути. Ну, слушайте, когда биткоину было 6 месяцев, он рядом с нами не стоял. Вот просто возьмите запуск битка и запуск наш. Биток, когда было ему 6 месяцев, любая криптовалюта, которая ей 6 месяцев, они рядом с нами не стояли. Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит, какую задачу мы взяли. Но у нас есть определенное качество,
таких лидерские качества. Мы не собираемся сдаваться. Мы создали уникальнейшую технологию. У нас реальные продукты. Понимаете, вот, конечно, для России это сейчас как бы сложно, но у нас карта своя. Покажите хоть одну компанию. Ну, там пытаются одни ребята там, из Беларуси что-то сделать, да, я не знаю, знаете, не знаете. Ну, я посмотрел на их лицензии, ну, до первого полицейского. Но вот до первой жалобы в регулятор, ну, я уж не стал сам жалобу писать. Пусть развиваются, как бы, хоть и конкуренты, конечно. Но до первого, ну, там просто улетит все сразу в трубу. Но это не важно. А сейчас мы вот планируем, вот про Россию говорили, когда заработают реальные проекты для всех людей, в том числе и для России. Смотрите, Андрей, мы на самом деле сейчас прорабатываем возможность, есть шанс, я не говорю, что это будет, но есть шанс, что у нас появится карта для России. Через Дубай у нас там кое-что намечается. Представляете, какая сильная вещь? Но опять же, не обещаю. Вот вообще сейчас пока не обещаю, но вот мы начинаем это прорабатывать, посмотрим. Шанс появился. Раньше шанса вообще не было, а сейчас появился шанс. Вот где-то к концу этого года мы должны получить определенные лицензии с партнерами, которые это смогут предоставить. Я очень на это надеюсь, очень за это сильно борюсь. Дальше, понимаете, какие проекты? Ну, во-первых, в России сейчас достаточно сложная ситуация, потому что там, ну, сами понимаете, ситуация сложная. И что-то конкретно сейчас обещать очень сложно, потому что можно просто на себя навести определенную гнев определенной аудитории, определенных регуляторов, определенных политических сил. Нам пока, нам, слушайте, у нас хватает задач, хватает сложностей, нам еще с этим справляться. Нет, давайте сначала пусть там разберутся сначала, а потом мы будем уже, будем как-то внедряться, потому что, отхватить на ровном месте очень не хочется, вот вообще не хочется. Да? Ну вот сейчас такой мир, вот так он устроен. Честно, это нечестно, справедливо, несправедливо, я за или против, это не важно. Просто сейчас такой мир и вот такие вот бизнес-условия, которые говорят, нужно быть сейчас предельно аккуратным, потому что я не хочу терять нашу русскоязычную аудиторию, да, и я уверен, что русскоязычная аудитория меня тоже терять не хочет. Вот поэтому мы должны аккуратненько балансировать. Продукты мы запустим. Поймите, у нас... какие продукты есть в криптомире? Давайте. Что там есть? Давайте, напишите мне в чат. А какие продукты есть у других? Давайте. Что у них есть? Что? Карты у кого-то есть, в каких-то бирж отдельных, у Binance, например. Слушайте, они только в Европу могут отправлять. Хорошо, а дальше? Вот биржи есть. Отлично, биржи есть. У нас тоже своя биржа будет скоро. Там, может, даже не одна. Но опять же, а зачем мы свою? Нам сейчас еще своей биржи не хватает. Нам же пользователи нужны. Для своей биржи нужны пользователи. У нас комьюнити слишком маленькое. В этом вся проблема. Хорошо, какие еще продукты? Давайте фьючерс можем сделать на PLCU. Опять же, люди начнут с плечом торговать. Куча будет людей, которые потеряют все, потому что плечо, сами понимаете, да, с биткоином также все горят на этом деле. Какие еще продукты? Криптофонды создавать, но они не приносят той прибыли, которая нужна. Таких продуктов, которые действительно коин могут сделать сильным, их нет на рынке. Понимаете, остальные коины, такие как эфир, такие как там, не знаю, Waves или еще что-то, или там эфир Classic или еще что-то, они просто составляют определенный криптопортфель определенных инвесторов. Посмотрите, они же как двойники. С биткоином они практически как под копирку все двигаются. У них одни и те же портфели, у них одни и те же инвестора, поэтому у них одни и те же стратегии. Биток падает, все падает. Биток поднимается, все поднимается. Причем практически одинаковые графики. Это говорит о том, что они аффилированы, связаны друг с другом и являются частью практически одних и тех же стратегий, инвестиционных портфелей и тому подобное в большом стиле. Мы пока вообще ни в одном криптопортфеле даже рядом не стоим.
Понимаете, у нас еще все впереди. Но нам нужно показать себя, нам нужно снять с себя маркеры с CoinMarketCap, нам нужно их снять. Они на нас висят как клеймо, и ничего ты с этим не сделаешь, пока не выполнишь определенные условия. Какие условия? Биржи нужны. Нужно 3 крутых, сильных бирж. У нас есть эти 3 биржи, но они опять в процессе листинга. Вот сейчас мы на следующей неделе получим одну из крупнейших, сильнейших бирж, которые можно. Она однозначно в топ-15, эта биржа. Мы пока не распространяемся. После листинга, сейчас анонс скоро дадут. Это даст нам очень серьезный толчок. После этой биржи у нас откроется путь к еще 3 топовым биржам, да, то где-то в пределе даже топ-6, топ-10. Это будет очень сильная вещь. Потихоньку, помаленьку мы дойдем до нашего Binance. Да, Игорь? Все верно.